За прошедшую неделю несколько прирастали. Это 6-я неделя. И уровень по сравнению с 5-й неделей был плюс 2,6 раза. Эпидобстановка в республике остается серьезной, хотя наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Большинство случаев заражений штаммом омикрон. По омикрону на сегодня 334 случая в республике выявлено. И доля его уже составляет 84%. 16% приходится на дельту. В Татарстане пока продолжают действовать антиковидные ограничения, но уже рассматривается вопрос их смягчения. С 11 октября в республике введена обязательная изоляция граждан 65+, а с 15 ноября QR-коды для посещения театров, кино, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. С 22 ноября QR-коды действуют на общественном транспорте. За последние дни мы видим тоже некоторую стабилизацию в уровне заболеваемости. Вопрос будет прорабатываться, я имею в виду, в части либо снятия каких-то ограничений, либо, может быть, отмены в какой-то области. И пока не принято решение. В Минздраве обсуждаются сроки возобновления плановой медпомощи населению, хотя поликлиники все еще работают в усиленном режиме. Мы будем продолжать работать с усилением по выходным. И на данный момент приостановлена диспансеризация. Как только заболеваемость населения и обращаемость медицинской организации будет такая, которая позволит нам наших уважаемых бойцов вернуть на оказание именно плановой помощи в достаточном количестве, тотчас это будет сделано. Как только это будет реализовано, я еще раз повторюсь, в ближайшее время, я думаю, мы сразу же вас известим. А пока все силы брошены на стабилизацию эпидситуации. Так, в Набережных Челнах с этого дня ветеранский госпиталь стал ковидным. Чтобы сократить социальные контакты, татарстанцы открывают больничный лист дистанционно. Этой опцией воспользовались уже 2713 раз. По телефону врачи узнают о симптомах. Если случай серьезный, то на место выезжает врач. Исключение – дети. Педиатры осматривают их очно. Уровень заболеваемости ОРВИ среди детей снизился на 32%. Повышение эпидпорога за счет взрослого населения. Коллективный иммунитет от ковид перешагнул 80% порог. Вызывают определенное беспокойство у Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Первая целевая группа – это вакцинированные в возрасте 60+. Вакцинировано 620 779 человек. Это первым компонентом в возрасте 60+, и вторым компонентом 430 685 человек. Это 73%. Вторая целевая аудитория – это те люди, которые вакцинировались более полугода назад. В Минздраве констатируют, на ревакцинацию в феврале пришел только каждый третий. Продолжается вакцинация подростков. «Спутник М» получили 1750 детей. В целом по республике 94% заболевших сегодня переносят ковид в форме ОРВИ. Тагир Валиди, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.